Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. С 1 января этого года в России появился Социальный фонд России в результате реорганизации пенсионного фонда и присоединения к нему фонда социального страхования. Что в результате должно измениться для простых граждан, для юридических лиц и для работодателей? Обо всем этом расскажет гость нашей студии Марина Герман, управляющая отделением Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Какие главные изменения произошли с 1 января с объединением этих двух фондов? Подобные перемены, как и все новое, требуют разъяснения. Действительно, с 1 января начал свою работу новый фонд, объединенный фонд. Он себя объединил фонд социального страхования и отделение пенсионного фонда по Республике Саха-Якутия. Предварительную работу мы уже начинали, подготовку к объединению начали в прошлом году, в июле, когда 2 услуги пенсионного фонда и 2 услуги фонда социального страхования были переданы в клиентские службы уполномоченным по Республике Саха-Якутия, которые работают со стороны социального страхования, и в отделении пенсионного фонда 2 услуги по фонду социального страхования отрабатывались клиентскими службами на местах, в районах и улусах. Эта подготовительная работа была заложена основой для того, чтобы население привыкло к тем услугам, которые оказывают. Это были самые базовые и основные услуги, которые наиболее востребованы. Далее уже велась подготовительная работа и по формированию штатного расписания, и по подготовке именно нахождения в рамках одного окна. И в декабре уже практически весь переезд и подготовка клиентских служб к приему граждан была осуществлена. И вот с 1 января, уже порядка даже с 4 января, клиентские службы уже стали принимать граждан для оказания услуг, принимать заявления, вот как раз-таки по упомянутому единому пособию, которое мы сегодня будем рассматривать. Что изменилось, какие новшества? Прежде всего, это для упрощения граждан, получателей услуг в рамках одного окна мы привели в соответствие, и по одному адресу сейчас расположены клиентские службы. То есть все клиентские службы находятся в каждом районе, улусе и в городе Якутске. Уполномоченные, которые работали по социальному страхованию, они переместились в клиентские службы и также оказываются в услугах уже в рамках одного окна. Подготовительная работа была проведена и со страхователями, и с получателями услуг, то есть физическими лицами. И, конечно же, сама цифровая платформа и сами, скажем так, те цифровые базовые платформы, которые позволяют оказывать государственные услуги, они сейчас тоже переводятся в режим объединенного фонда. А по каким новым основным нормативным документам будет работать Социальный фонд России? Основная база тех законодательных актов, нормативных актов, она, конечно, осталась неизменной, но так или иначе те изменения, которые касаются выплаты пособий гражданам, семьям с детьми, они потребовали внесения изменений в основные законодательные акты. Поэтому с учетом тех изменений, тех новых вопросов, которыми будет заниматься отделение Социального фонда России, конечно же, будут доведены до всех получателей услуг, до работодателей. А так основа и база законодательная, она осталась фактически та же. Это Трудовой кодекс, просто там внесены изменения в части получателей тех выплат, которые сейчас расширился перечень. И Гражданский кодекс тоже остался, но с учетом тех изменений, которые потребовалось для того, чтобы получатели услуг имели возможность воспользоваться теми выплатами, которые необходимы с 1 января. Насчет, кстати, выплат. Одно из первых нововведений – это единое социальное пособие для семей с детьми до 17 лет. Какие действующие выплаты оно в себе объединяет? Действительно,
одним из таких новшеств, при объединении двух фондов, при создании объединенного фонда, Социального фонда России, ставился вопрос, это упрощение и доступность, да, пособий. Поэтому было принято решение, что вот эти разрозненные пособия, которые получали раньше мамочки наши, да, и другие категории, они входят сейчас в одно пособие. Это прежде всего пособие по беременности и родам в ранние сроки беременности, да, женщины, которые встали. Далее это ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка, первого и второго ребенка до достижения 3 лет. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей. Далее идет категория ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 и ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. И вот все эти категории получателя, они и все виды пособий, они сейчас будут входить в единое пособие. И уже сам получатель этих пособий, которые до 1 января 2023 года, они были разрозненными, да, самостоятельными, скажем так, а сейчас они по выбору, конечно, могут уже сами получатели выбрать, получать в качестве единого пособия. А как функционируют клиентские службы социального фонда? Ведь все объединилось, и не будет ли проблем, например, с очередями? С очередями не будет проблем, потому что с 1 января, вернее, даже уже с конца декабря, единый портал государственных услуг уже был доступен для подачи всех заявлений. Кроме того, все услуги сейчас можно подать в электронном виде. Запись на прием в клиентские службы осуществляется либо предварительной записью, да, либо можно подойти во все районные клиентские службы улусные в город Якутск. Очереди большой не наблюдается. Разъяснение ведем в режиме онлайн, что называется. Действует горячая линия, которая, конечно же, испытывала в первые дни напряженной работу. Контакт-центр был, конечно же, перегружен, но, тем не менее, мы постарались снять эту напряженность. И подключилась в первые рабочие дни, конечно же, офисы МФЦ тоже были на приеме. Но те заявления, которые поступили у нас на единое пособие, их порядка 22 тысяч на сегодняшний день уже поступило, 95% это через единый портал государственных услуг. Но относительно населения все понятно. А что касается организаций, подача отчетности, уплата страховых взносов, это все упростится? Скажем так, для страхователей в части уплаты страховых взносов, например, если до 1 января 2023 года страховые взносы на пенсионное страхование, на социальное страхование уплачивалось отдельно, то сейчас это все будет в одном страховом взносе, одномоментом будет уплачиваться. Что касается уплаты страховых взносов от несчастных случаев, они также остались самостоятельными. Разъяснительная работа среди страхователей проводилась еще до 1 января 2023 года. Подготовительную работу мы ведем. И уже при уплате страховых взносов как единый страховой тариф уже обозначилась цифра, да, это порядка 30, это цифра фиксированная, 30% будет уплачиваться одномоментно, одной суммой, а уже в казначействе будет этот тариф расщепляться по фондам. На пенсионный, на обязательное медицинское страхование и на социальное страхование. Что касается в части отчетности для страхователей, отчетность также будет упрощаться, и она будет единой. А что ждет льготную категорию населения в 2023 году? Изменится ли законодательство, нужно ли будет подавать заявления, сроки и тому подобное? Ну, я так понимаю, что льготная категория – это те граждане, которые получают льготная категория граждан, которые были в соответствии
с заключением бюро МСЭ категории инвалидности, да, и им была разработана индивидуальная программа реабилитации. Поэтому здесь порядок остался неизменным. Также в порядке подачи заявлений через портал государственных услуг, либо через клиентские службы, возможность подачи на обеспечение техническими средствами реабилитации, на санаторно-курортное лечение, она осталась неизменной. Только у нас изменились точки приема заявлений. Сейчас мы будем продвигать для данной категории вопрос по обеспечению за счет электронного сертификата по техническим средствам реабилитации. Эту работу мы вели еще до 1 января 2023 года, поэтому в этом направлении с данной категорией будем больше усиливать работу, чтобы электронный сертификат был, конечно же, для нас в приоритете по обеспечению средствами реабилитации. Марина Евгеньевна, ну вообще в целом, ваше мнение, изменения на пользу нам пойдут? В связи с объединением двух фондов, новый фонд, который создавался именно для упрощения, для улучшения качества получателей услуг двух фондов, потому что категории были одни и те же у пенсионного фонда и у фонда социального страхования. Для нас сейчас вот те наработанные практики, которые были и в пенсионном фонде, и в фонде социального страхования, их принять, взять самое лучшее и дальше продвигать уже в новом фонде, в социальном фонде России. Сложно с вами не согласиться. Спасибо вам большое, что пришли, так подробно ответили на наши вопросы, все нам разъяснили. Я вас благодарю. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго. Оставайтесь на нашем телеканале.